Главное отличие, что собственность. У вас есть собственность. У латыша есть своя земля, свой лес, своя речка какая-то, своя земля, свое наследство. Я там вот прожил 40 годов, мне там ничего нет. Ну как же, он там участки раздает? Какие Нет участки? такого? Кто? Это же все государственное. То есть как в советское время? Да, там нету такой особой частной собственности. Вот есть- я выехал, у меня нету там наследства. Мне пишут в комментариях, там, ты вот родину продал. Ну, а что я продал? У меня там нету ничего. У меня нету своей земли, куска, ничего. Вот у вас есть, вот человек живет, он знает, для чего живет, он знает, для чего вот косить эту траву, для чего он строит этот забор. Вот. Ему будет что-то наследство. Это частная собственность, это первое. У нас нету такого. Вот я прожил, у меня нету своего куска земли, чтобы я обрабатывал. Хотел, да, я хотел, стремился к фермерству, я газона уже купил себе машину, хотел трактора купить. Но это все так трудно и не дают как бы. Там не принято, там все государственное, совхозы и все. Второе, это меньше посредников. Один начальник. Один начальник, там, бухгалтерши может какие-то быть, 1 на 3 фирмы, что-то там этой бумажки пишет. А так один начальник и все. И он непосредственно. У нас идет там директор, замдиректора, какие-то экономист, 2 бухгалтера, секретарша, идеолог, вот где по И там ушам идеологи ездит. есть? Конечно. А как, что это за В профессия? любой организации есть идеолог. ладно? Ну, как раньше парторги были при Советском Союзе. Там есть такие? Так, А что говорят? Ну что, надо потерпеть, мы будем жить хорошо и счастливо, догоним, перегоним Америку и все так далее. Ну, все в таком ключе.